В Ижевске на улице Гагарина появилась первая остановка будущего. Она берет солнечную энергию и преобразует ее в электрическую, которой достаточно для освещения всего павильона. В планах здесь же установить подогрев для просушки варежек, Wi-Fi и зарядку для сотовых телефонов. И сегодня мы пробуем пилотный проект на территории Удмуртской республики, на территории города Ижевска. Аналогов нет даже в наших соседей. Эта остановка будет оснащена устройствами по аккумулированию солнечной энергии, преобразованию в энергию электрическую и, соответственно, освещение. Светодиоды будут включаться после сигнала датчика с наступлением темноты. Подача энергии будет прекращаться только с окончанием работы общественного транспорта, то есть в час ночи, и возобновляться в 5 утра. По словам начальника отдела маркетинга МОП Горсервиса Бориса Гольцова, на установку оборудования ушло 20 тысяч рублей из внутреннего бюджета предприятия. Электросети предлагали подключить установочный павильон за точно такую же сумму. Экономия для бюджета очевидна. Достигаем массу плюсов. Во-первых, нет нагрузки на бюджет. Во-вторых, свечение происходит в режиме, когда сработают соответствующие датчики и приборы. Ну и самое главное, люди смогут ощущать себя постоянно в потоке света солнечного. Плюс появятся зарядки для телефонов, чтобы люди могли быть и на связи в том числе. В перспективе хотим запустить Wi-Fi. Зарядку для сотовых телефонов монтируют в стену павильона в течение 3 недель. Напряжение в розетке 12 вольт будет достаточно для подзарядки мобильника. Чтобы защитить остановочный комплекс от вандалов, компоненты свечения спрятали внутри конструкции, что исключает их быстрый демонтаж. После апробации новой остановки решат вопрос об установке таких же павильонов в других частях Ижевска. В течение, я думаю, что месяца мы посмотрим, каким образом она работает, сколько потребляешь, сколько идут затрат на обслуживание. И, соответственно, поймем дальнейшие пути, где они будут стоять впоследствии, и укладывать следом в тот график и в ту экономику, которую мы просчитывали до этого.